Ассаламу алейкум, Рустам Эфенди. Очень приятно, что вы нас посетили. И сегодня речь пойдет у нас об исламском банкинге и, в частности, о том, как он реализуется в России и в границах Республики Татарстан. Рустам Эфенди, расскажи, пожалуйста, как началась вообще вот эта идея создать исламский банкинг именно на территории республики, когда это все началось, ну и в двух словах, кто-то есть тоже, наверное, имеет смысл обозначить, чтобы зрители немножко знали о тебе побольше. Алейкум салям, варахматуллахи баракатуху. Да, Ринат Эфенди. Рад, что наша встреча наконец состоялась. Долго мы сюда ехали. Ну, альхамдулилля. Да, приступаем, скажем так, наконец-то к записи. В двух словах расскажу о себе. Меня зовут Рустам Сагдеев. Я являюсь директором финансового дома Амаль. Наш финансовый дом Амаль, он существует уже с 2010 года. Начал предлагать услуги уже с 2011 года. Фактически рубеж в 10 лет мы уже преодолели. Основной нашей целью было создание, предоставление исламских финансовых продуктов для населения и для бизнеса. Мы, как любое финансовое учреждение, привлекаем инвестиции, привлекаем средства и финансируем. В основном наши клиенты – это предприятия малого и среднего бизнеса, не только в границах Республики Татарстан. На сегодняшний день эти границы уже и расширились. Это Приволжский федеральный округ, это Москва, Московская область, Центральная Россия. Мы, наверное, пока не работаем только в Северном Кавказе и не работаем на Дальнем Востоке. А так, в целом, вот если посмотреть наш Инстаграм, там мы выкладываем наши сделки, то география наших сделок, наших покупок, наших операций, она уже давно преодолела границы нашей республики и работает уже успешно во многих регионах федерации. Ну, человек с Дальнего Востока или с Чечни теоретически может к вам обратиться и попросить у вас финансовые инструменты? С Чечни нет, так как это Северный Кавказ, да, по которым мы пока не работаем. А Дальний Восток теоретически, да, это возможно. Угу. Это возможно. Ладно, там, я так понимаю, есть какие-то внутренние нюансы, которые это все позволяют на Чечню, например, выходить. Все завязано, во-первых, на самом рынке, все завязано на бизнес-процессах определенных. К слову сказать, в Северном Кавказе есть подобные нам организации. Альхамдулилля, они работают уже успешно, не первый год. Это в Дагестане есть организации, есть в Чеченской республике, которые поддерживаются именно там, непосредственно главой этой республики. Поэтому в других регионах Северного Кавказа, насколько нам известно, тоже появляются подобные нам организации. Поэтому там работают наши братья, мы, в принципе, на этот рынок не лезем, не претендуем. Давай так, наверняка наши зрители не все погружены в контекст того, что на самом деле из себя представляет исламский банкинг, вообще исламская финансовая система. Если ты нас тоже просветишь в этом смысле, было бы довольно познавательно для наших зрителей. Думаю, а для тех, кто знает, они бы обновили освежили свои знания в этой области. Да, безусловно, исламский банкинг, он в самом названии, да, кроется историческая, скажем так, составляющая, откуда растут корни. Да? То есть исламский банкинг – это история его возникновения, история создания. Да? Это когда было создано, когда наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, через него было ниспослано откровение от Всевышнего. Да? Как раз таки там и были озвучены и заложены нормы исламского банкинга, которые мы стараемся притворять в жизнь спустя 14 веков. Потому что ислам, как сама религия, да, и мы как мусульмане, ислам это же не только ураза, это не только намаз, да, безусловно. Не только границы. Да, безусловно, это важная составляющая. Но помимо этого, наша религия, она регламентирует и другие сферы жизни нашей, и другие сферы нашей жизни. В том числе торговые и финансовые взаимоотношения. А торгово-финансовые взаимоотношения, они были и в те времена. И, как известно, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он занимался торговлей. И как раз-таки через его сунну, через аяты, через коранические аяты возникает как раз-таки понятие вообще исламской финансовой системы, как это работает, как правильно должны строиться взаимоотношения между людьми.
ну, в товарных, финансовых отношениях. И наибольшее такое в современном виде, наибольшее развитие это началось там, ну, могу ошибиться, но около там в районе 60-х годов там, прошлого века. В частности, там это, ну, стартом были арабские страны, как раз в период, когда была обнаружена нефть, и у них, ну, начала развиваться, скажем так, экономика, начали развиваться финансы, и тогда вопрос стал, в то время уже на протяжении многих там веков, скажем так, работал в основном традиционный банкинг, да, основанный на ростовщичестве, который с точки зрения ислама запрещен. И поэтому ученые того времени, они, скажем так, задались вопросом, поставили задачу себе претворить это, скажем так, в условиях современной действительности, в условиях современных реалий. Отлично, но я так понял, главное отличие это отсутствие судного процента, если я правильно понимаю. Да, все верно. Самое основное, это как бы, скажем так, основной стоп, это как раз-таки отсутствие судного процента, потому что в Коране Всевышний запрещает давать в долг под проценты и принимать эти средства под проценты. Причем запрет, он идет там, жесточайшим образом, скажем так, да. В Коране Всевышний говорит, что Он разрешает нам торговлю и запрещает ростовщичество, риба. И более того, Всевышний объявляет войну ростовщикам. Это серьезный, скажем так, серьезный факт того, на что нам стоит обратить внимание. Угу. Отлично. Но тогда за счет чего зарабатывает финансовый институт, который основан на исламском банкинге, да, то есть какой ему интерес давать вообще деньги без процентов, да, и на чем вообще идет заработок, это же не альтруистическая какая-то структура. Да, я понимаю вопрос. На самом деле, когда мы только там финансовый дом Амаль организовался, я, к слову сказать, в этой организации с 2014 года, нам часто поступали, сейчас уже реже, но часто нам поступали звонки, люди хотели финансироваться и удивлялись, что, оказывается, есть какое-то удорожание, какая-то есть переплата. То есть в понимании людей исламский банкинг – это бесплатный банкинг, но это, разумеется, не так. Как я уже сказал ранее, что в Коране Всевышний нам запрещает риба, ростовщичество и разрешает торговлю. И так вот, торговые операции являются одним из инструментов исламского банкинга. В частности, инструмент, по которым долгое время работаем мы. То есть, если говорить простым языком, каким образом банк зарабатывает? Да? Амаль привлекает средства. Да, там, я предлагаю тебе даже более такое... Я покупал у вас машину, я открою такой секрет, я купил машину через финансовый дом Амаль. Вот я хочу купить машину, стоит она, например, 400 тысяч рублей. За счет чего заработает финансовый дом Амаль, сотрудничая со мной? Вот как раз этот пример я хотел рассказать. Амаль купит эту машину там, у поставщика или в автосалоне, или там, у физлица за 400 тысяч рублей. Тебе, либо там другому клиенту продаст уже с наценкой, там, в зависимости от того, условно говоря, там, на год за 440 тысяч рублей, да, там, или там, это я условно говорю. Вот. И как раз-таки вот эта наценка, там, 40 тысяч рублей, это и является прибылью финансового дома, с которой он в дальнейшем делится со своими инвесторами. Но по финансам ведь получается одна и та же сумма может выйти, что на основе, скажем, судного процента, что на основе вот такого рода рассрочки? При поверхностном, первичном взгляде это действительно может быть показаться так, да, что внешне, с одной стороны, человек берет деньги в долг, да, там, переплачивает, да, также переплачивает, и с другой стороны, покупает вроде автомобиль, и тоже у него есть какая-то переплата. Безусловно, по внешним признакам, соглашусь, есть там схожие моменты. Но если говорить уже в корне о существе самих сделок, да, то разница, безусловно, есть. В кредитных договорах, помимо того, что они запрещены с точки зрения ислама, да, если исключить этот фактор, есть масса
неопределенных моментов. Ну, например, практически там в 99% кредитных договоров прописано там мелким шрифтом, что банк имеет право в одностороннем порядке изменить ставку по кредиту. А это значит уже первое, что ты не знаешь, действительно ли ты заплатишь ту сумму, которая у тебя прописана в графике, или эта сумма может измениться. Это первый момент. Второй момент, такое понятие, как штрафные санкции, пени. Да? Не секрет, там в жизни разные ситуации бывают, и могут быть какие-то просрочки, там, день-два, там, у кого-то неделя, да, там, потому что жизнь штука такая непредсказуемая. И за те дни, которые у человека допускается вот эта просрочка, банк начисляет штраф и пени, он дополнительно на этом зарабатывает. Это опять-таки говорит о том, что итоговая сумма, она меняется. В исламском банкинге это запрещено. Есть некоторые ученые дозволяют, скажем так, штрафовать, но в пользу благотворительности, с целью дисциплинарного, это не заработок банка, а с целью того, чтобы дисциплинировать заемщика. Банки на этом зарабатывают. Очень много историй там, в интернете, если посмотреть, когда люди там брали, условно говоря, 10 тысяч в долг, там, с просрочками, с третьими делами, им это обходилось там, в 3-4 раза дороже. Это ясно, да. То есть, да. История, я думаю, нашим зрителям многим знакома, когда ты связываешься с подобного рода финансовыми институтами. Да? Третий пункт еще добавлю. Да. Банки плюс ко всему зарабатывают еще на дополнительных каких-то продуктах. Ну, например, страхование жизни, страхование там, автомобиля, еще чего-либо там страхование, да, там, какого-то актива, который ты приобретаешь. Страхование в том виде, в котором оно представлено там, в нашей стране, оно тоже не соответствует нормам ислама. И поэтому, если финансовая организация говорит, что она предоставляет услуги по нормам ислама, она не имеет права требовать приобретения дополнительных. Да. Это как минимум вот 3 вещи, которые я озвучил. Да. А на самом деле, еще более хочу углубиться, да, разница становится видна тогда, когда у клиента, у заемщика начинаются проблемы. И тогда он видит действительно разницу подхода между исламским финансовым домом, да, исламской финансовой системой и традиционным банкингом. Но мы с тобой не первый день знакомы, и я даже вот так кулуарно с тобой общаюсь, ты тоже рассказывал, что, во-первых, не все ваши клиенты мусульмане, и не все как бы стараются добропорядочно, скажем, рассчитываться по своим долгам. И второй момент, как тогда вообще дисциплинировать, если у вас отсутствуют штрафные санкции, то есть человек же может, грубо говоря, волынить вас целый год там и просить, пока финансовые проблемы, извините, друзья, то есть, а это ведь дополнительные издержки, мы знаем, и по тому, как деньги обесцениваются, да, известный процесс инфляции, и многие другие процессы, которые могут влиять, как бы, да, удешевляется сама машина, например, да, если мы говорим о машине, то есть прошел год, и так далее, и так далее. Даже вам изымать эту машину у должника, грубо говоря, уже менее выгодно, чем год назад. Что в этом случае вообще? Как без штрафов вообще строить отношения с нашим гражданином России? Прежде чем отвечу на этот вопрос, расскажу случай, который произошел у нас в прошлом году. В прошлом году случай такой очень показательный, для нас очень эмоциональный он был. Как я уже сказал в начале, мы как финансовое учреждение, мы как финансируем наших клиентов, так и привлекаем инвестиции. Один из наших инвесторов, вкладчиков, держал определенную сумму, настал момент выплаты закята, он снял, точнее, эти средства, то есть он получил пользу, и он хотел оплатить закят. И вот он задал к нам вопрос. Закят, как известно, там, если не ошибаюсь, 6 категорий людей, среди которых есть должники. Понятие такое, должники, в пользу которых можно выплачивать закят. Сейчас, на сегодняшний день, Амаль больше специализируется на малом и среднем бизнесе, а в самом начале много у нас было клиентов физических лиц. И у нас есть некоторые клиенты, которые как раз-таки оказались в такой ситуации, когда они не могли платить. Там для нас это небольшие суммы, там, у кого-то 60 тысяч, у кого-то 100 тысяч такие. Но что-то случилось, и мы просто даже не смогли их как бы найти, да, они там на тот момент
там исчезли. Да, понятно, спустя 10 лет мы уже там изменили свои правила работы, да, там отношения, анализ клиентов и так далее. Это было, скажем так, самое начало. И он задал нам вопрос: а есть ли у вас должники, которые не смогли рассчитаться? Мы предоставили ему список. И вот из этого списка, оценя там свои финансовые возможности, он закрыл 2 должников. Как бы комичность ситуации в том, что мы даже не можем найти этих людей и сказать им, что все, ваши долги закрыты. Имелся ли смысл их закрывать? Ну, в любом случае имелся, всегда. Это безусловно, это имелось. Мы, как известно, мусульмане должны отвечать по своим долгам. И ну, для нас это как бы серьезное, скажем, такое препятствие может быть. Поэтому вот комичная ситуация, да, что мы... Не комично, я считаю, что человек поступил он поступил очень благородно. Я имею в виду того, что нет возможности даже найти этих людей и сказать им, что все, у вас перед нами нет никаких обязательств, что в этом плане там вы освобождены от долгов. Это очень замечательная история, на самом деле. Так вот, да просто представьте это в обычном банке. Мне кажется, это нереально. Это нереально. Там много, на самом деле, моментов. Сейчас, если еще будет время, расскажем. Ну, так вот. Я думаю, в вашем случае это тоже как бы исключение из правил. Я говорю, да, что вот впервые за эту практику как бы такой эмоциональная такая ситуация возникла. То есть мы, как сотрудники, как люди, которые работают в этой нише, как бы, ну, искренне были потрясены поступком. Перебью, есть в арабских странах такой механизм, когда в районе, определенном районе живут, ну, группа людей, и есть магазины, которые записывают в определенную тетрадку должников. То есть, ну, человек приходит, говорит: дай мне там хлеба, молока, я тебе отдам тогда-то, тогда-то. И у него есть некая тетрадка, то есть с этими должниками. Все друг друга знают, соответственно. Не только в арабских странах. Вот я эту историю слышал именно вот как араб, да. Я думаю, у турков тоже это присутствует. Так вот, в какой-то момент тоже человек может приходить и просто выкупить эту тетрадку, грубо говоря, сколько там долгов, ну, допустим, там 1000 реалов, он платит эти 1000 реалов, рвет эту тетрадку и уходит. Все, этих долгов больше не существует. То есть примерно такой же механизм, очень такой, с точки зрения ислама, красивый, с нравственной точки зрения, но примерно близко к тому, что очень близко, сделал вот ваш вкладчик, дай ему Бог здоровья и бараката. Аминь. Так вот, если переходить к вопросу того, как получить у нас финансирование. На самом деле это не просто, сразу скажу, да, у нас есть определенные требования к нашим клиентам. Так как я уже сказал, что в основном это организации, предприниматели мы финансируем, то основных требований 3. Этих требований 3. Первое, это чтобы это не был стартап, чтобы бизнес уже не менее года твердо стоял на ногах. Второе условие – это первоначальный взнос, то есть у него там минимум 20% от приобретаемого актива. Активы может быть любое материальное имущество, да? Это может быть оборудование, станки, коммерческая недвижимость, там, жилая, это автомобили, спецтехника, сырье, зерно, какие-то товары, да, то есть любой материал, вплоть до того, что мы там приобретали вывеску, да, там, одному из открывшихся ресторанов. То есть любой материальный актив, это не только автомобили, там, как многие думают, да, то есть это любой материальный актив может приобретаться. Так вот, минимум 20% первоначального взноса у него должно быть и залог. Обязательно залог. Залогом может быть какой-то ликвидный актив. Но ликвидный в нашем понимании это автомобили, спецтехника, коммерческая недвижимость, земельный участок и, в принципе, все. Вот основные такие моменты. Это может быть приобретаем, то есть если мы, например, приобретаем автомобиль, он же, как в твоем случае, если не ошибаюсь, так оно и было, он же становится предметом залога. После того, как обязательства закрыты, этот залог высвобождается. Смотри, я сейчас не помню, как в моем случае было, я там на пару-тройку месяцев раньше закрыл. Но если, допустим, человек берет рассрочку на год, на 3 года, а закрывает через 2, у вас есть возможность уменьшения стоимости автомобиля или автомобиль товара, да, который приобретается, или здесь идет, как говорится, уже жесткая цифра? По поводу цифры, да, то есть цифра, она зафиксирована, то, как происходит это в банках, то есть цена может только меняться. В нашем случае по исламу это может цена только измениться.
Ни в коем случае там ни на копейку больше это не должно быть. Соответственно, как правило... Она может уменьшиться, имеешь в виду? Да, она может уменьшиться, но, соответственно, ни в коем случае больше стать не может. Соответственно, по нашей практике, обычно, если нам клиенты закрывают досрочно, мы делаем скидку. Но за нами остается право этой скидки не делать. Ну, как правило, мы идем всегда навстречу. Если клиент закрыл досрочно, мы ему там делаем определенную скидку. Соответственно, последний платеж у него обычно меньше проходит со скидкой. Слушай, довольно интересный на самом деле механизм, но это не сильно раскручено в масштабах России, насколько я вижу. Вообще-то надо еще побегать и поискать такого рода механизмы, которые вот интересны для вот мусульман в первую очередь. Каково сейчас положение вообще в России в этом направлении? Что ты можешь сказать? Есть ли развитие, есть ли стагнация или, может быть, это вообще-то бесперспективное направление? Что ты думаешь насчет? Ну, я считаю, что эту нишу, она, во-первых, развивается, и ее надо продолжать развивать. То же самое, как у нас было с халялем, да? Это еще 10 лет назад про халяль мало кто знал, а на сегодняшний день это тренд. Это растущий рынок, и это мы видим по отраслевым выставкам, на которых предприниматели, которые не связаны там, с исламом никоим образом, начинают в том числе в своей линейке предлагать продукцию халяль. И на вопрос, почему вы это делаете, они отвечают, что мы видим в этом перспективу. То есть это растущий тренд. Это первый момент. Второй момент – образованность, скажем так. Следующее поколение мусульман, оно становится все более финансово грамотным. И они обращают на такие вещи, что кредит там, запрещено, что должны быть какие-то альтернативные источники, да, там, финансирование, привлечение средств и так далее. Поэтому и это мы видим по открытию новых подобных нам организаций, не только, мы же не единственные в своем роде, да, то есть периодически какие-то, ну, в разных местах, скажем так, эти компании там открываются, там, Северный Кавказ активно развивается в этом направлении, и у людей приходит понимание разницы между традиционными банковскими продуктами. Я хочу сказать более того, что как уже несколько лет назад наши старшие товарищи говорили, что нам надо отходить от понятия исламский банкинг, потому что эти условия банкинга, они не только для мусульман. То есть да, в каком-то смысле ограничивается. Как бы, мы не должны, мы не должны как бы ограничиваться, это, что только там. Во-первых, мы работаем не только с мусульманами, наши клиенты, в том числе там инвестора и тех, кого мы финансируем, разные люди, то есть это и не, ну, там, этнические, скажем так, да, мусульмане, это вообще не мусульмане, то есть люди других национальностей. Поэтому здесь не надо ограничиваться там рамками только... Какое альтернативное название можем? Нравственный банк? Сейчас этический, да. Он потихонечку заходит в обиходе, скажем так, в наших профессиональных кругах, потому что он действительно этический по своим, скажем так, формам, да, по своим там стандартам, которые вводятся, вообще по отношению там, к клиентам, к долгу. Да. Простой пример приведу. К примеру, там, человек взял автомобиль в кредит в обычном банке и начинает там, платить по кредиту. Например, взял на 2 года, платил 1,5 года, у него возникают проблемы, банк у него изымает этот автомобиль, и все, и на этом как бы их история взаимоотношений заканчивается. Но клиент, надо же учитывать, что он платил уже 1,5 года, и он большую часть этого автомобиля уже выплатил. Банк ему это не компенсирует, не возмещает. В исламском же банкинге, как я уже сказал, у нас сумма договора, она фиксирована. И, соответственно, если там возникают какие-то такие ситуации, что крайне редко, допустим, в нашей практике доходит до того, чтобы изъять, там мы обычно всегда стараемся посодействовать клиенту. Если у него какие-то проблемы возникли, то не препятствуем для продажи автомобиля. Так вот, тем не менее, если абстрагироваться от нас, а в целом рассмотреть принципы, то банк, продав этот автомобиль, именно исламский банк, да, он обязан забрать себе, он забирает себе только ту сумму, которая ему причитается, остаток, а всю разницу он обязан и, как правило, возвращает, компенсирует этому клиенту. Банки так не работают традиционно. В условиях такого финансового капитализма этот подход, он как-то вообще не умещается даже в каком-то смысле в сознании, да, то есть в голове не умещается такой подход, потому что финансовый капитализм именно заточен как бы на совсем другие принципы.
Согласен. И что в Европе, там вообще как в Европе, в США в этом направлении? Так вот, да, в целом развитие идет, и поэтому еще хотел немножко о нашем регионе сказать. Мы видим поддержку со стороны руководства республики, да, на это. Пример тому это Казан саммит, который уже проходит на протяжении там 11 или 12 лет. Но с одной стороны, это как бы положительный момент, с другой стороны, есть, скажем так, негативный момент, что законы не хотят менять. Каждый год Центробанк приезжает, представители Центробанка, они смотрят, слушают и говорят: да, ребята, исламский банкинг — это классно, это круто, но законы мы менять не будем. И ввиду того, что законы не меняются, существуем мы, скажем так, такая квазибанковская структура. То есть мы же не являемся фактически банком, да? Мы являемся там финансовым учреждением, которое совершает торговые операции. И как бы и такие компании, как мы, то есть не только мы, там, а взять тоже там Кавказ, например, мы все находимся вот в таком, скажем так, промежуточном состоянии. Полупозиции. Мы не нарушаем закон, мы не нарушаем закон, но в то же время как бы наша деятельность, она там законом она особо так не регламентируется. То есть если у банков там, а это как следствие этому идут все налоговые издержки. Мы не имеем тех преференций, тех налоговых послаблений, которые имеют банки. Соответственно, те вот, допустим, мы все знаем, что какие-то финансовые возможности появляются на покупку новых домов, новых квартир. То есть существенно в каких-то пунктах снижены процентные ставки по традиционному кредиту, да? А на вас это вот вообще никак не влияет практически? Не влияет, это никак не субсидируется. То есть здесь мы... То есть если там возможность дается как бы для развития, да, для дополнительного как привлечения клиентов, то есть в вашем случае вы как существовали, так и определенные выгоды для покупателя, к сожалению, не получится извлечь из этого. Да, именно вот по этой причине. Поэтому должен быть постоянный информационный шум, информационный фон, можно так сказать. Мы должны постоянно об этом говорить. Мы должны, если мы хотим изменить что-то, да, у нас должен быть запрос снизу, запрос должен быть от общества. Простой пример, да, как это можно делать. Нам многим звонят банки. Многим звонят банки, предлагают там кредиты там, или смс-ки присылают. Да? В частности, мой телефон где-то там засветился, и по 3 звонка в день. Эти телефоны, они засветились практически у всех, наверное, у многих, скажем так. Простой пример. Когда звонят, предлагают кредит, мы можем говорить, что да, нам интересно, но мы не можем согласиться на ваши условия. Нас интересует там... Думаешь, это сыграет роль? Да? Когда это будет достигнет массово, да, конечно, это сыграет, на это обратят внимание. На сегодняшний день банковское лобби, оно очень сильное, и они не заинтересованы там, в каких-то новых игроках там, и так далее. Им это не надо. То есть и так все нормально двигается, и так все нормально идет. Население кредитуется, да, там. Мусульмане же тоже кредитуются, к сожалению, да, потому что не у всех есть понимание там, запретности, да. У всех разные отношения, как бы. Здесь нельзя критиковать кого-то, говорить там, вот ты такой хороший, а ты такой. Конечно, да. Но вот этот информационный фон надо создавать, и мы должны стараться людей переводить, скажем так, в справедливые взаимоотношения, справедливые финансовые. Смотри, есть еще такого плана момент, что мусульмане ведь на разные вещи могут смотреть по-разному, да, процентная ставка – это харам, вопросов нет с этим, судный процент – это харам, точнее, да. Но ведь есть же разные подходы, то есть на разные моменты, то есть я в свое время, когда тоже этот момент изучал, были споры на самом деле по одним, по другим механизмам. А есть ли у вас какая-то теологическая база, на что вы опираетесь, и есть ли у вас сотрудники, соответственно, которые вот именно с этой точки зрения могут грамотно и внятно оценивать ситуацию и как продвигать этот продукт? То есть наверняка ты же там, даже работая с 2014 года там, не учился, не ездил, там, как-то это же должно на других позициях стоять, да? То есть это какой-то глобальный такой процесс анализа и подхода, и выбора вот именно этих механизмов. Существуют глобальные, скажем так, организации, в которых присутствуют видные, скажем так, крупнейшие исламские ученые,
которые занимаются как раз-таки вот этими вопросами, вот этой проблематикой. Их несколько таких организаций, и это международные, фактически это международная организация, которая разрабатывает шариатские стандарты именно для ведения финансовой деятельности и так далее. Грубо говоря, мы можем просто открыться, взять у них готовые уже некие скрипты и работать. Безусловно, есть разные мнения ученых, скажем так, касаемо тех или иных операций. Да? Условно, фондовый рынок. Есть ученые, которые категорически запрещают это, да, по тем или иным причинам. Есть ученые, которые разрешают при соблюдении определенных условий. Но, безусловно, единогласно мнение в том, что судный процент, он запрещен. И здесь нету никаких двух мнений, потому что это четкий запрет, это указан в Коране. То, что риба, ростовщичество, оно запрещено. И там не говорится, что оно запрещено на сумму, если даже инфляция выше. То есть там нету никаких оговорок, он запрещен и все. Здесь нету никаких других мнений. А касаемо тех или иных инструментов финансовых, да, там есть разные, скажем так, мнения, разные расхождения. В основе своей не критично, скажем так, не критичное расхождение. Если говорить про наш финансовый дом, то могу сказать, что у нас, начиная с первого дня существования нашего финансового дома, постоянно присутствуют два шариатских эксперта. Один из них осуществляет внешний шариатский контроль, человек довольно-таки известный в исламских финансовых кругах, среди мусульман. То есть огромный опыт у него, огромный багаж знаний, он обучался, имеет соответствующие сертификаты. Он занимается нашим внешним аудитом, мы с ним разрабатываем какие-то новые продукты, новые инструменты, спорные вопросы. Есть у нас не менее грамотный специалист, он занимается внутренним шариатским контролем. Он смотрит каждую сделку, каждый договор, каждого клиента. Для понимания просто мы смотрим, например, мы закупаем автомобиль для нашего клиента. Закупка идет посредством подписания договора купли-продажи. 90% этих договоров оно не соответствует тем пунктам, которые позволяли бы назвать его халяльным. Да? Он прорабатывает каждый договор, мы вносим изменения, мы подписываем протокола разногласий, неважно какого уровня поставщик, какого уровня автосалон и так далее. То есть у нас эта постоянная работа идет. Покупаем ли мы зерно, покупаем ли мы вывеску, мы все это приводим в соответствие. Плюс он смотрит каждого клиента, да, чем он занимается, откуда доход его формируется. Вопрос в том, что мы можем покупать, да, какие товары. Простой пример, я его часто привожу. Финансировали ветеринарную клинику, покупали столы хирургические, какие-то инструменты, и среди прочего списка было питание для животных, собачий корм и так далее. Он нам эту сделку по покупке кормов заблокировал, потому что питание не халяль, не халяльными продуктами мы заниматься не можем. Подожди, для животных? Для животных, да. Представляете? Халяльное питание для животных? Дело не в том, что для животных, а сами операции по покупке-продаже нехаляльных вещей мы не можем осуществлять. Да, что не халяльного может быть для животного? Карманы, они же я не знаю, говядина, свинина, может быть, или еще что-то Это же я не знаю, у меня собаки нету, потому что я не знаю, что Что это для человека только не халяль, свинина. Нет, в том-то и дело, что нету такого понимания, что здесь подход не то, что для кого мы берем, а то, что мы берем, что мы участвуем в торговых операциях по покупке и продаже неразрешенных вещей. Ключевой момент в этом заключается. По поводу того, что можно ли кормить или нет, это наверное, вопрос не ко мне, все-таки это к соответствующим. Здесь не на это вы сделали акцент. Да, здесь именно акцент на том, что мы покупаем и перепродаем нехаляльные продукты, фактически это продукты питания. Поэтому вот эти тонкости, эти моменты, они отслеживаются. Не говоря уже о процедуре совершения самих сделок. Да? Например,
когда мы покупаем зерно, условно говоря, вот мы приезжаем там к КФХ, там, да, к фермеру, и покупаем, например, мы там 100 тонн, а у него на складе там 200 тонн. И он заводит нас на склад и показывает, говорит, что вот здесь 200 тонн, из них ваши 100. Так не пойдет. Наши 100 должны быть обязательно выделены. Они должны быть, ну, как бы отобраны, да, именно наши 100. Должно отдельно лежать куча его 100 тонн и куча наших. На самом деле к этому много нюансов, действительно много нюансов. И это вот происходит, ну, там, ну, через раз, да, какая-то, если нестандартная сделка, там, то и это каждую сделку он курирует, каждую сделку он смотрит, каждую сделку он направляет наших сотрудников, когда что-то, если что-то мы не знаем, как должно быть правильно. Поэтому, как я уже в самом начале нашей беседы сказал, ислам, он охватывает в том числе торговые, финансовые взаимоотношения между людьми. Все должно быть, ну, правильно. Скажи, каков процент вообще не мусульман, так скажем, и какой процент вот именно соблюдающих мусульман ваших? Вот? У нас, ввиду того, что мы, скажем так, позиционируем себя как исламский банкинг, там, говорим об этом всегда и везде, у нас, наверное, процент не мусульман, ну, около 20-30, которые финансируются у нас. Вкладчики, инвесторы, наверное, таких, ну, процентов 5, примерно так. В остальном это все соблюдающие мусульмане. Люди интересуются. Мы проводили как-то с нашим маркетологом исследования в интернете, и очень много количества людей, не мусульман, интересовались именно исламским банком. Мы задавали им вопрос, где мы, да, там, со своим исламским банком, и почему вам это интересно. Им интересно. То есть они говорят, что мы давно уже это отслеживаем, мы видим в этом определенные справедливые пути, ну, справедливые не то что пути, а справедливые взаимоотношения, поэтому им это интересно. И, как я уже сказал ранее, что, наверное, мы должны переходить с понятия исламский на понятие, наверное, какой-то другой, там, возможно, этический и так далее. Это все равно, что вот мы с тобой два мусульманина, да, и будем говорить, там, вот, например, там, иудейский банкинг, да, или православный банкинг. В этом ничего такого нету, но для нас он уже априори уже что-то будет не наше, да, что-то такое чуждое, как бы. С меньшим, скажем, рвением я пойду в православный банкинг. Да. О чем речь? Я согласен. А исламский банкинг, основы, они не ограничены же только для мусульман, то есть это для всех абсолютно людей. Ну, наверное, последний вопрос тебе задам. Какие вообще у вас, как вообще положение у вообще финансового дома Амаль, и как вы перенесли вот эти пандемийные дела? Насколько это на вас вообще сказалось? Я честно думал, будет хуже. Но оказалось все не так уж и плохо, по большому счету. У нас не было за 2020 год какого-то такого резкого роста. У нас была там немножко там стагнация и небольшой рост мы показали. Вот. Ну, по понятным причинам, потому что, во-первых, у людей не было представления, что будет дальше, да, это если говорить об инвесторах. У предпринимателей мы в том числе финансируем общепит, то есть существенная доля нашего портфеля это общепит. Общепит, ну, некоторое время они пострадали, там, это, наверное, полгода, пока они там восстанавливали свою выручку и так далее. Строители не пострадали, в принципе, за этот период, перевозчики там, ну, тоже так особо вроде как не ощутили. Существенно ударило это еще по туризму. Вот клиенты наши, кто занимается туризмом, вообще связан с этим бизнесом, там визовый центр и так далее, они как бы ощутили существенное снижение. Но в целом все прошло гораздо лучше, чем я предполагал лично я. Поэтому все по милости Всевышнего. А по поводу дальнейшего развития, да, мы также двигаемся, также развиваемся. Как я уже сказал, мы уже давно вышли за пределы нашей республики, и нашими клиентами уже являются жители многих регионов нашей страны. Рустам, я надеюсь, это не последняя наша беседа. Я думаю, если зрители оценят наше видео и захотят продолжения, мы можем углубиться в тему исламского банкинга. Может быть, ты пригласишь своего эксперта, о котором ты упомянул сегодня, может быть, он более какие-то интересные вещи расскажет. Вот. Но я думаю, тема очень интересная, перспективная. Спасибо, что пришел, и дай Бог вашему праведному делу развития и процветания. Аминь. Спасибо, что пригласили.